всех гоях. У евреев очень четкое понимание было, монотеизм, определенные законы. И когда ты впрягаешься с неверным, это там неверный это тот, кто не верит в Бога, понимаешь? Ну, то есть там такой стоит слог, это как бы как неверующий человек. Если у тебя муж будет не признавать авторитет Всевышнего, зачем тебе такой муж? Тогда нужно в слезах умолять Всевышнего просто дать человека, для которого бы Бог был авторитетом, понимаешь? Но выходить замуж за неверующего я против. Ну вот неверующий человек, это не надо. И потом, да. Хорошо, там, женское первое, что ты должна делать, это выйти замуж и родить детей. Но как бы на небе не будет семьи, да? И некоторые говорят, что... Почему на небе не будет семьи? Я поняла. Не будет семьи. И вот как бы не лучше остаться с Богом одной, чем уйти из церкви и вообще забыть об этом. Что... Зачем уходить из церкви? Нет, потому что статистика есть такая, что одна моя семья остается из 100, которые... Может быть, потому что выходит замуж за неверующих? Ну, тогда. А я же не говорю, чтобы мы выходили замуж за неверующих. Да, вы говорите о том, что... Неверующий и адвентист — это две большие разницы. Или верующий и адвентист — это вещи разные, но не такие далекие, скажем так. Если женщина выходит... Вот я еще вам скажу, есть такая притча. Говорят, что одна женщина-праведница вышла замуж за неверующего и сделала его праведником. И женщина, которая... И мужчина, который женился на неправедной женщине, он был праведный, он сделался неправедником. В женщине намного сильнее, так как она совершенно из другого материала сделана, более чуткое понимание ценностей духовных. Поэтому в ней намного больше силы, чем в мужчине, чтобы вытянуть мужчину на доброе, на добрую жизнь своим поведением, да. Я еще раз говорю, я за то, чтобы выходить замуж за верующих людей и с теми принципами, с которыми вы согласны. Если у вас противоречия, и вы не готовы идти за мужчиной, когда вы только еще выбираете, не готовы идти за мужчиной, который вас приведет в том направлении, туда не надо идти, понятно. Но если его принципы почти похожи, и у вас разночтение в том, что, например, даже он ест свинину, да? А вы не едите. А все остальное вы понимаете, что? Вопрос алкоголя, потому что бывает, например, люди хорошие, все, но... Слушайте, я могу сейчас ответить, но я сейчас не готова брать на себя ответственность за мой ответ. Ну, пускай это будет твое мнение просто. Да. Просто делимся. Для меня опять вопрос конкретного случая. Вы поймите такую вещь. Можно, конечно, постараться, вы не предотвратите, выйдете замуж за адвентиста, вы не гарантируете, никто не гарантирует, что он не начнет пить, или он не начнет курить, или что-то еще. Или бывает, знаете, он не пьет, не курит, но он бьет. Знаете, сколько таких примеров, когда жену бьют? Или ладно, он не бьет, но он ее терроризирует просто, своими придирками, чем-то еще. Это не гарантия. А есть человек, который может выпить в праздник рюмку и две, опять вопрос не за алкоголиков, да? И он считает, что, слушай, вино, мы на Востоке, у нас пили кавказец, например, для него это вообще это вино, на него там не сильно действует. Но вы готовы. Для меня это момент важный. Я бы, если бы выбирала, я бы все-таки не пьющего, потому что у меня был пьющий папа, поэтому для меня этот пунктик очень сильный. Это мое право, я скажу, слушай, нет, я не могу. Но если для кого-то это момент не принципиальный, и у вас родитель был такой, который не выпивал, например, да, но он был адекватный, хороший, просто ложился спать, и я прошу прощения, пожалуйста, никого. Это у вас своя голова на плечах. И я не хочу, чтобы это работало как-то на авторитет. Я вам хочу прочитать, мне Танюша принесла такую красивую бумажку. Я ее попросила распечатать. Может быть, кто-то читал, наверное, читал. Хочу поделиться. В чем разница между служанкой, между принцессой и королевой? Служанки мечтают о доброй фее. Принцессы о прекрасном принце. Королевы не мечтают, а действуют. Служанки верят, что чудеса случаются. С принцессами они действительно случаются. Королевы творят их сами.
Служанки слабы, но кажутся сильными. Принцессы сильны, но кажутся слабыми. Королевы обходятся без маски. Служанки приходят заранее. Принцессы являются с опозданием. Королевы являются вовремя. Служанки во всем винят себя. Принцессы других. Королевы делают выводы. Служанки не умеют побеждать. Принцессы не умеют проигрывать. Королевы не соревнуются. Служанками драконы не интересуются. Принцесс драконы едят. С королевами драконы дружат. Потому что служанки драконами не интересуются, принцессы их боятся, а королевы их приручают. Служанки, даже хорошенькие, считают себя дурнушками. Принцессы, даже уродливые, считают себя красавицами. А у королев так и не выдалось времени рассмотреть себя в зеркало. Служанку можно не заметить. Принцессу нельзя не заметить. Королеву нельзя не заметить, когда ей это нужно. Служанки покорны. Принцессы своенравны. Королевы дисциплинированы. Служанки хотят получить похвалу. Принцессы внимание. Королевы опыт. Служанки сносят унижение. Принцессы мстят за них. Королеву унизить невозможно. Служанки любят. Принцессы позволяют себя любить. Королевы не задумываются, кто кого. Служанки все понимают и терпят. Принцессы понимают только то, что хотят. Королевы все понимают и уходят. Контекст нужен, наверное, для этого. Служанки не умеют требовать. Принцессы не умеют ждать. Королевы знают, что всему свое время. Служанки не хотят взрослеть, принцессы не хотят стареть. Королевы знают, что всему свое время. Каждую роль нужно исполнить достойно. Служанки видят мир в черном цвете, принцессы в розовом, королевы в черном, розовом и во всех остальных цветах. Со служанками легко, с принцессами сложно, с королевами, по крайней мере, интересно. Быть служанкой сложно, принцессой быть легко, королевой, по крайней мере, имеет смысл. Интересно. Это к вопросу образу королевы. У нас еще есть с вами... О, нормально, да? Давайте вопросики. Вы не против? Давайте вопросики. Вы закончили еще? Ну, в принципе, да. Основные вещи, да, мы можем еще их там развернуть, но я суть, мне просто жалко времени, основную суть я сказала. Просто когда вы будете периодически перечитывать дома, когда-то эти записи, или вспоминать наш семинар, и смотреть скромность, осторожность, мягкость, женщина, принимающая средства, оно, понимаете, оно внутри ты начинаешь что-то чувствовать. Когда ты начинаешь об этом задумываться, какой я должна быть. У меня другой вопрос. У вас сейчас есть какие-то, вот после нашей позавчерашней встречи, вчерашнего Сережа семинара, сейчас, у вас есть какие-то вопросы, вот сейчас животрепещущие, у вас внутри какой-то конфликт. Вот вы слышите, и вам что-то не ложится. Задайте мне вопрос, мы попробуем на него ответить. Ну, что-то, да. Я вчера с Сережей вот осталась, разговаривала, у меня мы не смогли договорить. Просто он такую вещь интересную сказал, что как бы, пока вот я живу, у меня нет мужчины, то я, получается, мужчину заменяю разными сферами деятельности. Он говорит, вот у тебя пирожок, ты любишь горы, ты любишь походы, ты та-та-та-та-та, и говорит, общаешься с друзьями, говорит, и поэтому тебе, в принципе, мужчина не нужен. Говорит, а если бы ты убрала эти составляющие, то, говорит, если бы тебе подходил мужчина, то ты бы не говорил, ага, так, типа, я еще подумаю, а ты бы
Ну, так сказала, ты же его хотела. Я говорю, в каком смысле? Ну, и в физическом тоже. Вот. А я просто, у меня почему противоречие, потому что, на что он мне сказал, что я ему дальше говорю, а так и так, он говорит, ты подменяешь понятия. То есть, ну, вот один момент, а второй с другой стороны. Как я понимаю, человек должен быть самодостаточным, он должен быть счастлив сам по себе. Тогда я могу это счастье дарить кому-то. Потому что я его поняла так, что, извините, я должна быть вся сосредоточена только на поиске мужчины. Ну, понятно, вот даже не могу вопрос вернуть. То есть как это совпадает? Я поняла. Вот эти две вещи, да, как бы, самодостаточность. Потому что я еще хочу сказать, потому что я заметила, то есть в миру мужчины, они вообще не могут просто общаться. У них все, если ты им интересна как женщина, то даже что я с тобой вообще буду разговаривать. И глаза как вот на выкате поставить. Я бы сказала, озабочена. То есть в церкви как-то спокойнее, я могу общаться все. Даже минус какое-то равнодушие. То есть девушки достойные, но еще их, извините, перебирают. Ладно, много говорю. Для меня эти две вещи не очень противоречат. Я считаю, что девушка, бывают разные ситуации. Она может быть счастливой, может быть самодостаточной. Бывают такие моменты, когда, ну хотя, сложно сказать. У меня есть, знаете, какое ощущение? Если, вот смотри, если девушка не выходит замуж, она живет как будто бы наполовину. Она может при этом стараться заботиться, но она не может до конца почувствовать вкус счастья. Это факт. Понимаешь, она не сможет до конца, это правда, она не сможет до конца своей жизни, если она не выйдет замуж, стать счастливой. И все старые, например,